На борьбу с бедностью будет направлено почти 200 миллионов рублей. Сумма беспрецедентная, ведь в текущем году на эти цели направлен всего 1 миллион. Законопроект, по которому малоимущие смогут получить поддержку, рассмотрели на президиуме. Речь идет о так называемом социальном контракте. Рассчитывать на него вправе семьи и одинокие люди с доходом меньше, чем прожиточный минимум. Они смогут получить деньги из бюджета как на первоочередные нужды – лечение, покупку лекарств или школьных принадлежностей для детей, ремонт жилья, социальную адаптацию, так и на развитие собственного дела или личного подсобного хозяйства, покупку техники, скота, садового инвентаря. Законопроект значительно расширяет этот перечень. Самое главное – увеличивается максимальная сумма помощи. Если ранее человек мог, гражданин, получить от 5 до 50 тысяч рублей раз в 3 года, то на сегодняшний момент сумма увеличивается до 250 тысяч рублей. Отмечу, к получателям помощи есть определенные требования, и они тоже во многом смягчаются. С информацией о законопроекте можно ознакомиться на сайте Верховного Совета в разделе «Новость». Если депутаты примут его, то новые социальные контракты заработают уже со следующего года. Как полагают законодатели, это действительно поможет снизить уровень бедности в регионе. Ведь сейчас такую финансовую помощь получают всего около 20 малоимущих семей в год, а будут в десятки раз больше. Законопроект разработан во исполнение указа президента как важная мера господдержки в условиях пандемии. Радиологический корпус онкодиспансера возводится с опережением графика. В этом убедились депутаты, которые побывали на стройке. К зданию подведены тепло, свет, канализация. На днях установят окна и двери. Такого раньше в республике не строили. Бетонные стены по 1,5 метра шириной. Это необходимо в силу специфики корпуса. В нем будет установлено высокотехнологичное оборудование для лечения онкобольных. Оно предполагает немалое излучение, поэтому для защиты здоровья медиков требуется хорошая изоляция аппаратов. Стоимость проекта более 1 миллиарда рублей. И готов он должен быть в следующем году. Объект на особом контроле у законодателей, как и другие стройки по федеральным нацпроектам. Вот как оценил их исполнение первый замруководителя парламента Юрий Шпигальских. Не везде у нас полный порядок. Ну и всем известная проблема сегодня детского сада в Новокурске. Я тоже там часто бываю, знаю, что очень сложная ситуация. До конца года должны были ввести этот объект, что вызывает сегодня большие сомнения. Но если говорить в целом по исполнению нацпроектов с точки зрения строительства, я бы сказал, что положительную могу оценку дать. Положительно в целом идет ровно все. Основные объекты, самые сложные, тяжелые, они идут в графике, они будут реализованы, они будут построены. И что касается радиологического корпуса, депутаты ставят другой важный вопрос: кто будет в нем работать. Необходимы определенные знания и навыки для освоения радиотерапевтического и другого оборудования. И с этим пока самые большие проблемы. Вот как высказался на эту тему председатель Верховного Совета на октябрьской сессии, когда перед депутатами о состоянии медицины отчитывался глава Минздрава. Там нужно 70-76 специалистов, которых нужно пройти подготовку в других центрах радиологических. Людей надо начать готовить уже вчера, а может, в крайнем случае сегодня. А через год мы вводим его, и он должен работать. Не просто осваивать, еще лет 100 будем опять. На нехватку древесины жалуются предприниматели. На один из таких сигналов отреагировал председатель комитета по промышленности Василий Шулбаев. Вместе с бизнес-омбудсменом он выехал в Белый Яр на Хакасский завод по переработке леса. Управляет им предприниматель Владимир Фролов. Он пожаловался на бедственное положение своего бизнеса. Под угрозой срыва контракт на 10 тысяч кубометров пиломатериала для продажи за границу. В лучшее время на заводе работало 16 человек. Сейчас из-за падения объемов пришлось оставить только 9. Проблема касается не одного предпринимателя, а всех участников рынка и затрагивает интересы сельских жителей. Конечно, эти сигналы поступают не только от них. Эти сигналы поступают в том числе от жителей Таштыбского, Скисского района, где наиболее развита переработка леса. Всего в лесопереработке занято около 200 предпринимателей. Это существенная часть бизнеса. Чтобы разобраться в причинах проблемы, Василий Шулбаев встретился с исполняющим обязанности министра природных ресурсов Сергеем Глушковым. Новый руководитель ведомства пояснил, что министерство готово к работе с лесозаготовителями и ждет заявок на аукционы. Улучшить ситуацию должно и завершение реорганизации в лесной отрасли.